Доброе утро, дорогие друзья! Вы проснулись, продрали свои глаза, за окном темно, но свет и его источник всегда есть на вашем экране, потому что вновь это утро Якутии. Вместе с вами мы будем встречать этот день на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. А встречать с вами его будем мы. Это кто? Это Дарья Анкехова и Павел Танин. Да. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас. Действительно, хотелось бы побыстрее проснуться, зарядить вас нашей энергетикой. И, конечно же, мы хотим, чтобы ваш день сегодня сложился как никогда хорошо. Да, чтобы он сложился хорошо, нужно начать его как минимум на позитиве, на хороших новостях, на интересных событиях. И о них мы, естественно, сегодня будем говорить. В частности, мы расскажем о... Первая новость, это у нас в городе Мирном появился замечательный такой арт-объект. Это трон Снежной Королевы. О нем мы поговорим чуть позже. Да, кто его построил, зачем и почему. Также узнаем о таком настоящем примере добрососедства и сплоченной работы. Жители в Амгинском районе построили собственными силами мост. Конечно же, сегодня у нас в студии появятся интересные гости. Один из них посоветует нам, как можно получить бесплатную юридическую помощь. Также узнаем мы о финансовой грамотности, продолжаем эту тему. И помимо этого, такая замечательная новость, мы о ней позже тоже расскажем подробнее. Это голубь по имени Якут, который залетел в один из офисов в Краснодарском крае. Как он там оказался, какие предположения вообще у людей на этот счет есть. Ну и, конечно же, не забывайте, что работаем мы в прямом эфире, вы в нем можете принять участие, отправив свое поздравление, пожелать кому-то доброе утро на простой обычный номер WhatsApp 8 914 273 4488. Вот, если что, QR-код в углу можете с телефона сосканировать, будет намного проще. Ну а также, дорогие наши телезрители, не забываем о том, что мы работаем в прямом эфире, поэтому поторопитесь, время ограничено. Отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp номер, ну а также не забываем о том, что у нас есть рабочая Instagram-страница, куда вы можете отправлять свои фотографии, свои пожелания и вопросы в течение всего дня. Ну а также хотели бы напомнить о том, что если вдруг вы пропустили наш эфир, вы всегда можете его найти на YouTube-канале. Ну и еще такая хорошая новость. Совсем скоро телеканал НВК Саха можно будет смотреть на 22-й кнопке вот общероссийской этой сети цифрового вещания, которая работает от антенны. Поэтому, я думаю, это победа, скажем так, для всех нас, якутян, потому что региональный телеканал официально фактически появляется в российской сетке вещания в нашем регионе. Мне кажется, это такая одна из самых главных новостей этой недели. Не забываем, дорогие друзья, отныне НВК будет на 22-й кнопке. Да. Ну а прежде чем мы уже начнем наш эфир, начнем просыпаться вместе с вами, мы узнаем немножко о погоде, что же она нам сегодня может сулить. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 51 до минус 53. В заречной группе минус 45, минус 52. В южных минус 42, минус 44. В Вилюйской группе районов минус 34, минус 46. В Нижнеленских минус 44, минус 51. В западных 31-42 градуса мороза. В Колыму-Индигирской группе Улусов 26-56. Вот такой большой разброс температур. Самое холодное место сегодня в Колыму-Индигирской группе Улусов — это Уснера, минус 56 градусов. В Янских районах 30-44 градуса мороза, на северо-западе минус 30, минус 36. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 48 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер отсутствует, штиль 0 метров в секунду, если вдруг кто не знает, что такое штиль. И сегодня днем преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем ожидается минус 41, минус 43 градуса. Ну и также сегодня в городе Якутске в связи с температурным режимом объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 классы. Действительно, Паша, мороз крепчает, но для многих людей, кто живет на севере, мороз – это не помеха. Так, например, в городе Мирном за последнюю неделю построили целый ледяной город. Действительно, прям город, Паш, я видела, настоящий. Честно. И, вероятно, квадратный метр стоит там недешево. Построили этот город братья Аргуновы из Якутска. И вот, собственно, наши корреспонденты узнали, да, почему этим ребятам вот эта работа на морозе намного приятнее, чем домашний уют.
Даже если у вас нет короны и королевской мантии, королевой все равно можно себя почувствовать, придя на площадь города Мирного. Здесь построили вот такой трон изо льда. Долго на нем сидеть не получится, а вот сфотографироваться можно. Конструкцию весом почти 100 килограмм мастера возвели за день. Трон, как в сказке «Морозко», стоит позади елки. Каждую деталь ручными инструментами вырезали братья Аргуновы из Якутска. Творить из льда – их хобби. Чего только резная спинка трона стоит. С новыми мастерами знакомимся и опыт набираем. 10 лет кряду семейный подряд творит и за пределами республики. Анатолий и Василий собрали команду, заявились на российские и международные конкурсы. Мастерили и спальню для Деда Мороза, и сказочных рыб. Не составило труда и геометрические ледяные деревья вырезать. Повелители льда, так себя называют братья, всегда уезжают с конкурсов не с пустыми руками. Занимают призовые места. В этом году у меня что-то фартануло. Каждый раз второе место. Ну, чуть-чуть не хватает на первое. Ну вот, и живем, радуемся, что есть лед, что есть наш мороз. И выходит красота вот природная такая. Ну, для нас это как хобби. В этом году фигуры делают только ледяные, снежных не будет. Мастера творят на площади, когда температура на улице до 35 градусов. Если ниже, лед может треснуть, а мелкие детали прикрепятся некачественно. Основную форму делаем пилой. А ей удобно? Она же такая тяжелая, Нет, неповоротливая. это специально нам удобно с ним работать, как ручка. Вырезаем основные вырезы, потом уже стамеской там улучшаем, глянец делаем и узоры всякие. Вот так постепенно ледяная глыба превращается в чернильницу с пером, изящную балерину, конька-горбунка и тигра – символ 2022 года по восточному календарю. Ледовый городок в Мирном братья Аргуновы сделали за неделю. А вот сколько эти фигуры проживут на главной площади города, зависит от мирнинцев. Фотографироваться с произведениями искусства можно, трогать руками и взбираться на скульптуры не стоит. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Замечательные, да, жители Мирного. Мне кажется, это такое очень зимнее, доброе дело, да? Да. И не только для детей. Мне кажется, очень многие взрослые любят ледяные фигуры. И действительно, это очень здорово, классно и чисто вот так по-якутски. Да, ну, кстати, правильное предупреждение, что не надо опираться на фигуры, потому что мы знаем истории с фигурами различными в этом году, на которые оперлись нечаянно, а потом вот получается не очень красиво, потому что что-то может отломиться. Действительно, это хрупкие такие конструкции, хоть безумно красивые, пусть и изо льда, тем не менее нужно относиться к ним с уважением и аккуратно. Действительно. Ну а мы передаем всем жителям города Мирный привет, пламенный привет и поздравляем всех с наступающим Новым годом. Ну а наши телезрители проснулись и уже активно отправляют свои сообщения на наш номер. Доброе утро! Поздравляем любимого брата Филиппова Михаила Александровича от чистого сердца. Хотим поздравить с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, чтобы госпожа удачи не покидала тебя никогда. Твои родные. Мы присоединяемся, конечно же, к этим поздравлениям, желаем всего самого лучшего. Ну и продолжаем. И поговорим о чем? О конкурсе, который объявляла наша программа, конкурс украшений. Он завершился. Вчера был последний день приема заявок, ваших работ, фотографий, видео. Можно сейчас прям посмотреть работы, которые пришли на нашу почту. Да, действительно, мы сейчас видим потрясающие фотографии. Это те самые участники. Но мы хотели бы напомнить о том, что итоги мы подведем уже завтра. И выявим победителей по 3 номинациям. Это лучшее оформление частного двора, лучшее оформление двора многоквартирного дома и лучшее оформление подъезда многоквартирного дома. Очень красивые работы. Я не знаю, будет очень трудно выбирать. Тем не менее, да, победителей мы обязательно завтра объявим. И призы мы вчера, кстати, показывали эти призы. Обязательно до победителей, до лучших украшателей, скажем так, они дойдут. Да, действительно, Павел, а твой подъезд украшен? Мой подъезд украшен. Украшен. Да. Так же красиво, как у Не наших так же участников? красиво, потому что, вероятно, мы решили не участвовать в конкурсе. Нет, у нас все просто, со вкусом елочка, да олененок светящийся.
Да, кстати говоря, Паша, у нас была возможность объединиться, ведь мы с тобой соседи, Да, и мы могли теоретически принять участие. ну, я думаю, что все-таки не хочется забирать потенциальную победу у этих замечательных вещей. Говоря о совместной работе, прекрасный пример показали жители Амгинского района, потому что общее дело, они объединило их Да. до такой степени, что можно, наверное, даже город свернуть. Действительно, следующий сюжет будет очень интересен, потому что жители Амгинского района действительно очень такие сплоченные, очень добрые. И внимание на экран. Разобрать старое заброшенное здание столовой, всех дворовых построек, вывести мусор и расчистить территорию. Работа проделана огромная. И все бесплатно своими силами. Помимо этого, мужское население Покровки привезли песок для внушительных размеров будущей песочницы. Выровняли землю. Сейчас идет сбор средств, нужно чуть больше 300 тысяч. ТОС в селе образован лишь в этом году, но уже активно ведет свою работу. В планах войти в программу поддержки местных инициатив. Все сельчане готовы поддержать проект зоны отдыха в родном селе с площадкой для детей. Вот, чтобы люди поняли, что деревня, да, не расположена только внутри ограды своей, а вот родина — это вот вся наша Покровка, и вот надо вот это вот почувствовать, чтобы все включились. Ну, молодежь, вот меня порадовала очень наша молодежь, они все очень активно включились, потому что им это надо, у них растут ребятишки. А в селе Эмисса освященный железобетонный мост построен на частные средства одной большой семьи. К 66-летию свадьбы уроженцев села Павла и Прасковьи Николаевых вся большая родня совместными усилиями сделали незабываемый и такой нужный подарок землякам. Счастливая наша семья, село Эмисса, и такой замечательный подарок селянам. И как они сами назвали, это мост Илья, по-русски будет мост мира. Мост мира. И каждый год вот речка Куду, тут проходит очень много воды, и весной бывает тут проблематично. И вот наш старый мост, он уже такой очень старый, и уже приходит в негодность. И вот этот мост наше спасение, и через год, вот каждый год мы будем его уже проходить беспрепятственно. Собственные средства на такой серьезный объект – это, конечно, беспрецедентный случай. Чаще всего инициативы граждан реализуются через ППМИ. Так, только за прошлый год общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 686 миллионов рублей. Конкурс прошли 332 заявки. А значит, в скором времени в селах и городах Якутии станет еще комфортнее и красивее. Анна Васильева, Туяра Филиппова, Семен Семенов, Амгинский район. В кабельных телеканалах города будет бесплатным. В ближайшее время НВК Саха будет доступен на 22-й кнопке. Ежедневно телеканал производит оригинальный контент в объеме 7 часов. Из них более 2 часов – это информационные выпуски. Остальной объем занимает развлекательное вещание, телесериалы и ток-шоу. Свыше 90% жителей районов республики прошли вакцинацию против коронавируса. Среди лидеров по вакцинации остаются Алаиховский, Момский и Колымский районы, сообщает Оперштаб. В пятерке отстающих – Алекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский. Всего по Якутии первый компонент вакцины против ковида получили 72% от числа взрослых жителей, а в Якутске это почти 75,5%. В Якутске в рамках учебно-методических сборов провели учения сотрудников МЧС. Согласно легенде, возгорание возникло в 2 помещениях здания Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Прибывшие пожарные провели разведку, обнаружили и эвакуировали пострадавшего, подключились к гидрантам и ликвидировали возгорание. В учениях приняли участие порядка 50 пожарных из 6 разных частей. Важность данных учений, мероприятий у нас в Якутском пожарно-спасательном гарнизоне, они проводятся регулярно, они нужны в целях тренировки личного состава, как физической, так и моральной подготовки, отработки навыков работы с пожарно-техническим вооружением и взаимодействия со службами жизнеобеспечения.
65 лет исполнилось Северо-Восточному федеральному университету. На сегодняшний день в СВФУ учатся порядка 19 тысяч студентов, из них более 700 – это иностранцы. Сегодня университет – это крупное научно-образовательное учреждение, сотрудничающее с ведущими вузами других стран, а также с федеральными ведомствами и организациями. Так, например, в содружестве с президентской платформой СВФУ разрабатывает Центр развития компетенций для студентов, а уже осенью 2022 года заработает военно-учебный центр. Если взять только этот год, да, то мы попали в большой амбициозный проект «Приоритет 2030». Совсем недавно мы обрадовались тому, что было поддержано открытие военно-учебного центра нашего университета. Ну и, конечно же, мы рады тому, что мы продвинулись во многих проектах в рейтинговых компаниях. Да. Госкомитет по занятости населения, а также Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии в текущем году подписали приказ. Таким образом, с помощью социального контракта семья Филипповых, например, смогла открыть семейный бизнес по пошиву зимней обуви на средства, выделенные по контракту. Семья приобрела необходимое оборудование, а также расходные материалы для изготовления обуви. Отметим, что различные подобные социально ориентированные бизнес-проекты смогли реализовать десятки граждан по республике. Мы всей семьей обсудили, как мы будем вообще этим бизнесом заниматься. Потом составили, я по телефону связалась именно вот с социальной службой, да, и мне сказали, какие перечни документов нужны, собрали, сделала бизнес-план, подошла к ним, и потом где-то в течение 10 рабочих дней нам позвонили и сказали подойти к мэрии для защиты бизнес-плана. Кирова заказываем кожу, очень хорошая, не впитывает воду. Внутри мех, овчина, мутон, хороший, натуральный. Что ж, еще раз, да, вот эта новость о том, что в НВК Саха теперь на 22-й кнопке будет. Я рад, я очень рад. Да, не только ты рад. Мне кажется, рады все зрители нашей республики. Действительно, долгожданная новость. 22-я кнопка. Просто пока что надо запомнить и ждать. Да, и она обязательно появится. Но мы продолжаем. Это «Утро Якутии». Напомним для тех, кто только-только включил телевизоры свои, наш телеканал. И прямо сейчас поговорим мы о юридической помощи, которая иногда бывает, бывают жизненные ситуации, когда эта помощь нужна. Где же ее получить, где ее можно получить бесплатно? Бесплатно, действительно. Ключевая фраза здесь – бесплатная юридическая помощь. В этой теме нам поможет разобраться наш гость Любовь Николаевна Пак. Она является юрисконсультом Центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. По-моему, произошла какая-то ошибка. Меня зовут Светлана Платонова. Я являюсь экспертом по финансовой грамотности нашего регионального центра компетенций Республики Саха-Якутия. Простите, по пожалуйста. финансовой грамотности. Да. Опечатка, да, бывает. Юридическая помощь, финансовая грамотность, вещи, в принципе, одинаково важны для всех. Да, рядом находятся. Да. Поэтому с вами поговорим тоже о очень важной вещи. Это семейный бюджет. Да. Собственно, мы всю неделю говорим о финансовой грамотности, мы всю неделю, уже 4-й день, говорим о разных видах, как эту финансовую грамотность прививают. Но мы еще не затрагивали действительно тему семейного бюджета. Что же это такое? Что понимать под вот этим словосочетанием «семейный бюджет»? Вообще семейный бюджет – это все доходы и расходы семьи, которые организованы по определенному плану. Тут нужно сказать про личный финансовый план. Это такой некий документ, как у любой организации, у любого предприятия есть план финансово-хозяйственной деятельности, также и у любой семьи, даже если это семья один человек, у него есть такой личный финансовый план. Он может быть краткосрочный, он может быть среднесрочный, может быть долгосрочный. Краткосрочный, скорее всего, каждый из нас составлял. Это примерные наши планы на следующий год, о том, какие у нас будут финансовые цели именно на следующий год. То есть они такие краткосрочные. Допустим, это отпуск летом, какая-то крупная покупка. Среднесрочные – это где-то 3-5 лет, и все, что от 5 лет – это уже долгосрочные планы. Кто-то составляет такие планы даже на 20-30 лет. Есть такие люди, которые… Финансово грамотные люди, Финансово грамотные люди, да. Мне кажется, когда есть план, всегда легче жить. Да. А что нам дает учет доходов и расходов? И вообще, как в рамках семьи можно это все дело-то контролировать?
Ну, я считаю, что учет доходов и расходов, он, в общем-то, вещь обязательная на самом деле. Но просто не хватает у нас порой времени и не хватает, наверное, какой-то мотивации. Но это несложно. Например, я практикую это с 2008 года точно. Каждый день я записываю свои доходы и расходы. Существует много разных сейчас программ. Я, например, это делала просто на коленке от руки в обычной амбарной книге. Но сейчас есть и программы Excel, в которой это можно сделать. Это различные мобильные приложения, такие как Zen Money, CoinKeeper, ну и так далее. То есть сейчас все это упрощено намного. И тогда, когда вы делаете такой учет доходов и расходов, вы видите, какие у вас есть точки роста, над которыми можно поработать, да? То есть нужно обратить в первую очередь внимание на те категории, которые являются как бы необязательными расходами, потому что именно это та категория, с которой можно работать. Эти деньги можно как-то в следующем месяце пересмотреть и как-то, урезать, может быть, увеличить. Урезать или увеличить, но лучше, конечно, урезать, да, и те деньги, которые вы сэкономили, например, отправить на досрочное погашение кредита. Вот такое. Да. А вот на лично вашем опыте вы все фиксируете вплоть до копейки прям? Я фиксирую вплоть до копейки. Даже там купленный чупа-чупс для ребенка, даже проезд на автобусе, все это я фиксирую ежедневно. Ну, занимает это примерно минут 5, ну не больше. Ну, просто дело привычки. Вот на самом деле, говоря вот про учет до копейки, для меня лично для меня самая главная проблема, потому что я понимаю, что я там в течение дня могу в разных местах где-то что-то потратить, ну там по мелочевке, и потом как-то мне страшно становится это вечером вот так все собрать и начать записывать. Вот как с этим бороться? Вот какую мотивацию себе поставить, чтобы, да, хватило сил, желания сесть, и да, я сейчас каждый чек разберу, каждый... Для начала расход нужно меньше тратить, чтобы был стимул увидеть хорошие показатели, понимаешь? Ну, мотивация – это всегда какая-то финансовая цель. Да. То есть если у вас есть какая-то финансовая цель, а вы не просто накапливаете или вы не просто там собираете там энную сумму денег, а вы знаете для чего, вы знаете, сколько стоит эта ваша финансовая цель, и вы знаете, какому сроку она нужна. Вот в этом случае у вас будет реальная мотивация, и вы действительно начнете заниматься серьезно своими личными финансами, и тогда у вас все получится. Ну, Светлана Александровна, самый удобный тогда способ от учета всех расходов и доходов, это вот та самая хотя бы запись от руки в своем блокноте, или все-таки вы посоветуете что-то другое? Ну, я посоветую все-таки ориентироваться на удобство. То есть каждому должно быть комфортно и удобно. Каждый человек может составить, скажем так, свою таблицу, потому что у него будут свои категории расходов, которые наиболее важны. И у каждого человека они разные. Поэтому тут главное удобство и ориентироваться на себя. Да? Так, чтобы было вам удобно. Потому что если вы сделаете слишком много категорий, слишком будет обширна у вас таблица, вам будет лень. Вы сделаете это там неделю-две, потом вы это забросите. Главное, чтобы это была такая удобная для вас, довольно простая таблица, с которой можно работать ежедневно в течение 5 минут, как это делаю я. Ну вот еще один такой момент интересный в нашей жизни существующий – это страховка. Страхование жизни, страхование имущества и так далее. Какую роль в семейном бюджете играет вот именно страховка? Ну, я считаю, что страховка – это очень важная часть личного финансового плана. Вообще, когда я уже упоминала про личный финансовый план, я говорила о том, что этот личный финансовый план, он объединяет все. То есть мы туда записываем наши доходы, расходы, также наши финансовые цели, и в том числе мы записываем те страховки, которые у нас есть. Мы, значит, благодаря своему уму, своей энергии, да, своему здоровью зарабатываем эти деньги, на которые мы покупаем определенные вещи. Соответственно, мы должны защитить и свой капитал, да, то есть наше имущество, это может быть движимое, недвижимое имущество, и также должны защитить себя как человеческий капитал, потому что благодаря тому, что мы трудимся, мы как раз-таки эти деньги получаем. Ну, из этого выходит что? То, что обязательно необходимо. Особенно вот я хотела бы акцентировать внимание в зимнее время на страховку частных домов. Те, кто вложил очень много сил, энергии, здоровья, финансовых средств для постройки своего собственного дома, все-таки чтобы задумались о том, чтобы у них была страховка. Да? Потому что очень грустно читать новости о том, что вложили очень много средств для постройки дома, да, и в один момент оказались без него, и при этом у них не была оформлена страховка. И сейчас такое опасное время, когда у нас такие холода, да, и это очень высокие риски, поэтому вот этот риск можно закрыть страховкой. И второй момент, это, на который я хотела бы акцентировать внимание, обязательно должна быть страховка у человека, который является главным добытчиком в семье. Почему? Потому что от него зависит благополучие его домашнего
домочадцев, да, поэтому человеку, у которого основной доход, ну, наиболее такой существенный в семье, да, у него обязательно должна быть страховка. Ну и я хочу еще акцентировать внимание, что страхование, например, от 5 лет, по нему можно оформить налоговый вычет, социальный налоговый вычет. Вот только хотела задать вопрос именно про налоговый вычет, ведь это не такая очень важная, да, тема именно в семейном бюджете, да, то есть в семье должны понимать, знать и знать правила того самого налогового вычета, вот кто может получить налоговый вычет. И как? Все те, у кого есть официальный доход, который подтверждается справкой 2 НДФЛ, имеют право на налоговый вычет. Сейчас это сделать довольно просто. Из личного кабинета налог.ру, наверное, у каждого есть такой кабинет. Если его нету, то его необходимо зарегистрировать через сайт госуслуги или, например, на самом сайте налог.gov.ru. И если у вас сохранились документы, ну, даже если они у вас не сохранились, вы можете их восстановить, да, на определенные виды услуг, такие как, например, частные медицинские услуги, приобретение лекарств, да, страхование от 5 лет, если у вас есть такая программа, да, негосударственный пенсионный фонд, если у вас есть такая программа, тоже ваши добровольные взносы. Также со следующего года можно уже за услуги, оказываемые предприятиями, ну, как сказать, в сфере оздоровительных услуг и спорта, да, это фитнес-услуги, да, тоже со следующего года можно подавать декларации 3 НДФЛ для того, чтобы часть уплаченных нами в бюджет денег нашего подоходного дохода, подоходного налога можно было вернуть на нашу банковскую карточку. Также, насколько знаю, есть налоговый вычет сегодня еще за инвестирование. Да, это такой довольно такой молодой вид налогового вычета. Да? С 2015 года он существует. Для этого необходимо открыть такой брокерский счет, который называется индивидуальный инвестиционный счет, брокерской организации, которая имеет, конечно же, лицензию, да, и можно проверить наличие лицензии на банке, на сайте Банка России, да, и такая возможность получать до 52 тысяч рублей за вложенные 400 тысяч рублей. Вообще такой вид счета ежегодно может пополняться на 1 миллион рублей, но для цели именно вычета, чтобы получить на банковскую карточку, 400 тысяч вы положили, и 52 тысячи вы можете вернуть в следующем году. Светлана Александровна, спасибо большое, что в нашу студию пришли. Очередной урок финансовой грамотности мы сегодня для наших зрителей провели. Напомню, что у нас в гостях был финансовый советник ООО «БГ Капитал» Платонова Светлана Александровна, которая также является волонтером регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия. Спасибо большое, Светлана Александровна. Хорошего вам дня и с наступающим Новым годом. Спасибо, вас также с наступающими праздниками. Ну, самое время поговорить о том самом новогоднем настроении, новогодней суматохе. Вещи, которые больше всего всегда бьет по семейному бюджету, да, это Новый год. И как раз вот праздники предстоящие, они будут очень долгими. Можно заняться интересными вещами. Одна из интересных вещей, которой можно заняться в эти дни, это составление своей родословной. Действительно, такое будет драгоценное сокровище всего рода. Очень много праздников, очень много свободного времени, и мы предлагаем вам именно заняться этим хорошим, благодарным, благородным делом. Да, это составление семейного древа. Почему сегодня мы об этом говорим? Потому что сегодня как раз отмечается День семейных корней. О том, какие еще сегодня праздники, какими событиями запомнилась эта дата, расскажет наша рубрика. Все. На календаре 23 декабря. Сегодня отмечают День дальней авиации ВВС России, День семейных корней, День снежных ангелов. В этот народный праздник чтят память Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. На Руси считали, что мученик Мина способен исцелять глазные болезни, поэтому люди обращались к нему с молитвами о восстановлении зрения. Также произносили заговоры для защиты от полуночниц, нечистой силы, которая будила детей по ночам. Яркие звезды на ночном небе в этот день сулят сильные морозы. Отчетливое созвездие Большой Медведицы предвещает снежный буран. События в этот день. Итальянским астрономом Джованни Кассини открыт второй по величине спутник Сатурна – Рея. Из боевых самолетов Илья Муромец образован воздушный флот Российской империи. Был издан первый номер старейшей в России газеты железнодорожников «Гудок». В Москву из 7-летней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. В этот день родились Александр I Романов, российский император; Карл Брюлов, российский художник, представитель академизма; Владимир Немирович Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург.
Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии. Чет Бейкер, американский джазовый музыкант. Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР. Император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии. Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Фома, Степан, Сергей, Петр, Николай, Михаил, Лаврентий, Константин, Иван, Евгений, Григорий, Анатолий, Алексей, Александр, Фёкла, Татьяна, Евдокия, Анна, Ангелина, Александра. Мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас есть еще одно сообщение от наших телезрителей. Спасибо за прекрасную новость. Ура! Скоро НВК будет в цифре. Вот видишь, как радуются наши телезрители. А я напомню, что это прекрасно. Действительно. Ну, движемся далее, Паш. Можно, нет, можно, да. На самом деле, конечно, мы движемся далее. Можно ли, вот такой вопрос, да, можно ли научиться искусству мыслить? Я думаю, да. Да, на самом деле даже есть книга одна такая замечательная, по которой учились все великие китайские мыслители и прочие выдающиеся люди. Что же это за книга такая? Узнаем сейчас. Доброе утро. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» мы поговорим с вами о книге из фонда «Николаев-центр», филиала Национальной библиотеки. Николаев-центр, как вам известно, расположен в Актемском наследии на малой родине Михаила Ефимовича Николаева. 172 книги под авторством Михаила Ефимовича являются национальным достоянием. Особое место в трудах Михаила Ефимовича занимает изучение политических, экономических, социальных преобразований зарубежных стран, в том числе Китайской Народной Республики. В этом году Михаил Ефимович в книжный фонд Николаев-центр передал в дар трехтомное издание «Книги перемен» древнего философского трактата Китая в переводе Бронислава Виногродского. Бронислав Виногродский – неординарная личность, поэт, писатель, известный своими переводами древних китайских текстов и является главным консультантом Центра изучения Китая Назарбаев университет в Казахстане. Еще в юности Бронислав Виногродский понял, что истинные ответы находятся в системе древних знаний. И именно с того времени он стал изучать книгу «Перемен», написанную несколько тысяч лет назад. В основу этого трехтомного издания положен текст гигантского компендиума Джоу Джиджун, составленный в начале 17 века великим китайским ученым Ли Гуанди. Эта книга на протяжении нескольких тысячелетий являлась пособием по искусству мыслить, на котором оттачивали свой ум миллионы великих китайских ученых и деятелей, принимавших участие в управлении государством. Ибо считалось невозможным занимать хоть какую-то государственную должность без знания книги перемен. Цель данной работы – донести до русскоязычного читателя всю глубину содержательных подходов, имеющихся в этой книге. Главной особенностью этого труда является наличие конкретных исторических примеров гаданий каждого знака. И уделяя особое внимание к деятелям великих правителей китайского народа, Михаил Ефимович предоставляет возможность читателям Николаев-центра соприкоснуться к их знаниям, передав в дар книгу перемен. Я обязательно приобрету подобную книгу, мне кажется, очень интересно. Я не сомневаюсь, что интересно, приобретать книгу не буду. Ну, это на самом деле сказал просто в противовес тебе. А что еще хотелось бы сказать? Что мы хотели поговорить о юридической помощи, и мы поговорим о юридической помощи, потому что, ну, сказал А, говори Б. И теперь у нас в гостях, собственно, Любовь Николаевна Пак, юрисконсульт Центра «Мои документы». Доброе Любовь утро. Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Любовь Николаевна, расскажите, пожалуйста, кто, какие категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь? Бесплатную юридическую помощь могут получить исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Саха-Якутия и которые относятся к социально незащищенным категориям населения. Ну, например, это малоимущие граждане,
многодетные семьи, это кочевая семья, это инвалиды первой, второй, третьей группы, ну и так далее. Со списком можно полностью ознакомиться на нашем официальном сайте mfc-saha.ru. То есть обязательно должен быть документ, который подтвердит ту самую группу, да? Да, это обязательно. Обязательно должен быть документ, который подтвердит вот эту категорию. Например, это для малоимущих граждан будет, например, справка социальной защиты населения. Для, например, многодетных семей это удостоверение о многодетной семье, либо свидетельство о рождении всех детей, либо это вот в паспорте указание вот всех детей. А что входит в эту юридическую бесплатную помощь? Только консультация, либо прям сопровождение в каких-то сделках или, допустим, судебных заседаниях? Ну, бесплатная юридическая помощь может оказываться в следующих видах. Например, это устная, как вы сказали, консультация. Также у нас письменная консультация есть. Это составление проектов, документов правового характера. Например, это заявления, претензии, жалобы. Это документы процессуального характера, исковые заявления, частные жалобы, апелляционные жалобы. Это составление проектов договоров и соглашений, которые, например, сделки связаны с недвижимостью, либо с оружием, с транспортными средствами. И также, конечно же, это представительство в судах общей юрисдикции. А по всем ли вопросам юридическим можно получить в центре «Мои документы» консультацию, или есть все-таки какие-то исключения, которые, по которым консультация не оказывается? Вообще у нас есть, по идее, список случаев оказания бесплатной юридической помощи. Вот я примеры приведу. Например, это установление или оспаривание материнства, отцовства, взыскание алиментов, например, да, ну и так далее. Как бы там список тоже довольно-таки большой, но также, как вы и сказали, есть исключения. Да. Исключения это, например, когда обращаются по вопросам, касающимся уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. И также обращения, связанные с предпринимательской деятельностью. То есть это исключение. Любовь Николаевна, подскажите, пожалуйста, а эта помощь разовая? То есть вот те же, допустим, заявления, да, либо можно будет прийти повторно, что-то переделать, что-то сделать? Да, конечно. То есть, когда человек обращается, например, мы составляем ему исковое заявление и там выиграет, например, суд, но там подали, например, апелляционную жалобу. Да. Соответственно, он обращается опять же к нам, мы можем составить данную апелляционную жалобу. То есть фактически, грубо говоря, при необходимости такой полный цикл, полный путь вы можете поддержать человека. Да, конечно. А обратиться можно только в офисы по городу Якутску, или же все-таки по всей республике можно прийти, получить квалифицированную юридическую помощь? Ну, прием граждан у нас осуществляется по месту жительства, и вот бесплатная юридическая помощь оказывается также вот дистанционно. То есть человек может обратиться в любой центр в районе, например, районное отделение, и специалист примет у него документы дистанционно и отправит весь пакет документов, заявления к нам, юристам. То есть это у нас одна программа, и мы сразу это принимаем, это очень быстро делается все. Но вот если нет возможности лично подойти в офис, есть ли, может быть, какие-то, скажем так, варианты дистанционного оказания помощи, то есть обращения дистанционного? Да, вот помимо личного обращения, также могут позвонить к нам на горячую линию 50 60 15. Мы отвечаем на звонки с 9 до 6 часов. Есть обеденный перерыв, это с часу до 2. То есть в любой момент могут позвонить. Также можно обратиться почтовым отправлением, отправить заявление на адрес город Якутск, улица Амосова с оказанием нашего отдела. У нас отдел правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи. И также можно обратиться через портал Е-Якутия по услуге предоставления бесплатной юридической помощи без записи на прием. А подскажите, пожалуйста, насколько занят весь отдел, потому что у многих, может быть, появится такое желание обратиться. Да, как часто обращаются к вам на наверное, помощь? у вас там, очень много заявок, да, или же пока люди еще не знают о подобной услуге и обращаются очень редко. В последнее время уже стало больше, то есть люди узнали, что такая услуга оказывается, то есть даже в районное отделение довольно-таки много обращаются, то есть люди знают об этом, мы также об этом говорим сами тоже, специалисты наши. Есть у нас стенды, у нас есть официальный сайт, где это все доступно, то есть люди про это знают и обращаются к нам. А самые популярные, может быть, проблемы, с которыми люди обращаются за юридической помощью в ваш центр? В основном у нас это взыскание алиментов, связано с детьми в основном, да, это соглашение об определении размера долей, то есть это довольно-таки частые. Также
Например, это защита прав потребителей именно по коммунальным услугам. Ну, довольно-таки список тоже большой, то есть часто к нам обращаются в основном вот по этим услугам. А может быть, в своей практике можете вспомнить какой-то, ну, такой самый, на ваш взгляд, необычный случай, когда обращались? Ну, если есть, то было бы неплохо, если Ну, нет. прям таких необычных я бы не сказала, то есть все равно они где-то в чем-то похожи, но в чем-то все же тоже есть разница. Ну, как бы я так не могу сказать, что он прям необычный случай. Ну, как бы все такие довольно понятные для меня, и в какой-то мере, если я что-то новое для себя узнаю, то есть я это все прочту, изучу, как бы. А вообще после оказания помощи благодарные ли люди? Может быть, есть такой момент, вот, как, знаете, это стереотип к врачам. Приходят, врач вылечил шоколадку, дает что-то такое, может быть, бывает. Не, у нас такого нет. Не положено. Не положено, да. Не положено. А так в целом вообще, ну, благодарность какую-то словесную? Да, конечно, нас благодарят и словесно. У нас есть книга, где оставляют отзывы, у нас заполняют они анкеты. То есть это все у нас как бы доступно и фиксируется, да. А специалисты-то у вас, наверное, опытные, правильно? Да, конечно, да. Для юриста это очень важно, да? Да. Ну что, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам успехов в вашей работе и, конечно же, поздравляем весь ваш юридический отдел с наступающими праздниками. Спасибо. И, собственно, дорогие телезрители, если что, вдруг вот мы теперь знаем, что при попадании в какую-то ситуацию, при нахождении в определенной группе граждан, можете обратиться за бесплатной юридической помощью в центр «Мои документы». «Мои документы». Ну а прямо сейчас прервемся мы на небольшой перерыв, после которого продолжим. Вернемся в студию. На канале Якутия-24 утренние новости, в студии Влад Давыдов. На базе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медпомощи начали активно применять в практике эфферентные методы лечения при тяжелом лечении коронавируса с целью удаления противовоспалительных цитокинов из кровотока и снижения интенсивности системного воспалительного ответа. По словам заведующего инфекционным отделением Захара Рожина, уже отмечаются положительные результаты нового лечения. В Ленинском районе реализуется программа социальной поддержки граждан. Так, ежегодно выделяется единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч рублей вдовам погибших и умерших участников войны. Также матпомощь оказывается людям с инвалидностью, малообеспеченным пожилым гражданам, которые получают бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, ремонт, на приобретение лекарств. Кроме этого, оказывают помощь и бюджетникам. И на эти цели вот в текущем календарном году у нас ушло уже порядка 5 миллионов рублей. Участников более 300 человек. Далее в рамках данной программы мы реализуем еще одно мероприятие. Это проезд наших онкобольных граждан из отдаленных поселков. Это Витим, Пеледой, Инялы и Талон. Ну, мы знаем, что проезд на такси стоит достаточно дорого, там 5-6 тысяч рублей. Да? Вот, поэтому у нас действует такое мероприятие, чтобы приехать в нашу Ленскую центральную районную больницу на обследование, лечение. Подведены итоги работы по реализации проекта «Сохраним памятники». Напомним, начало проекту положили глава республики Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева в 2019 году. Тогда была отреставрирована мельница в селе Черкёх Татинского района. С тех пор всего отреставрировано 35 памятников культурного и исторического наследия по Якутии. Мы работаем по двум направлениям. То есть 35 объектов отреставрированы за счет инвесторов, без участия бюджетных средств. Мы параллельно работаем с крупными объектами, которые реставрированы за счет республиканских и федеральных средств. Например, Николаевскую Качканскую церковь в селе Курдем Хангаласского Улуса мы отреставрировали за счет федеральных средств. Дом казначейства города Якутска мы реставрируем за счет федеральных средств. И еще масса планов, когда мы будем реставрировать в ближайшие десятилетия за счет федеральных средств. В Якутске представители движения «Готов к труду обороне» подвели итоги 2021 года. Было отмечено, что, несмотря на пандемию, на территории Якутии было проведено 13 мероприятий. Помимо этого, якутяне приняли участие в 3 выездных фестивалях. На сегодняшний день в автоматизированной системе ГТО зарегистрировано более 138 тысяч любителей
физической активности. В завершении мероприятия лучшим участникам движения ГТО были вручены золотые знаки отличия. Важно быть в физической форме всегда, когда бы это бы не было и в какое время бы это не было. Считаю, что вот это движение ГТО позволяет нам и всей нашей стране поддерживать себя в физической форме и быть активными, и любить спорт. Это все к этому часу. Далее передаю слово коллегам. Что ж, до Нового года остаются считанные дни, и самое время сейчас во многих предприятиях проходят новогодние праздники, корпоративы, да, в ограниченном немного формате в связи с понятными условиями, тем не менее. Тем не менее, хотелось бы блеснуть на новогоднем корпоративе не только прической, вечерним платьем, но и еще и танцевальными навыками. Да, тем более, если будет еще и конкурс танцевальный, можно победить и, возможно, какой-то приз, если он предусмотрен, выиграть. Ну и вот в преддверии этих всех событий наша коллега Полина Долинская решила отправиться в одно место и научиться танцевать. Выражать эмоции через танец люди начали еще в те далекие времена, когда охотились с копьями на мамонтов. Для каждого события был свой танец, и участие в нем принимали как женщины, так и мужчины. На смену ритуальным танцам пришли балы с обязательной танцевальной программой. А сейчас заниматься ими могут практически все, независимо от пола и возраста. Переступание. А где переступание? Вот такое должно быть. Сделай-ка простой виск. Пошли простой виск. И раз, а два. Стой, вот так вот. А два. И раз, а два. Вот такое переступание. И теперь в эту сторону также раз. И переступание твое. Каждый родитель старается отдать свою маленькую принцессу в секцию балета. Это помогает улучшить осанку, выработать чувство ритма, развить пластику. Для малышей в возрасте от 4 до 7 лет идеально подойдет танец полька. Детям он интересен разнообразными движениями, развивает выносливость и вызывает положительные эмоции. То есть все дети разные, ну как все люди, наверное, все разные. Вот, и каждому нужно найти свой подход. Я думаю, что сюда именно приходят, да, дети, которые хотят развиваться, хотят чего-то такого большего. И им сейчас дети очень, не знаю, поменялись, что ли, изменились. Они быстрее, чуточку быстрее, чем, допустим, мое поколение или там чуть помладше меня. Вот. Сейчас очень быстрые дети. Они все схватывают на лету и прямо, не знаю, все выполняют, да, все делают. То есть как покажешь, как объяснишь, они так и делают. Вторая группа – это ребята возрастной категории от 7 до 14 лет. Здесь занимаются дети, у которых уже есть опыт в танцевальном коллективе, а также дисциплина. Эти ребята изучают танцы уже конкурсной программы. В нашем случае это был джайв. Стоп! Хорошо. С 10-й попытки у меня... Ну ладно, это мой вру. Это, наверное, была попытка 100-я, и у меня получилось. Дальше. Как подтверждение того, что танцам подвластны все возрасты, многие танцевальные школы и студии открывают классы хобби для взрослых. Для многих это прекрасный способ расслабиться после работы, побороть стеснение, улучшить физическую форму. Один из любимых танцев – это самбо и бачата. Нормально? Нормально, сильно позорно. Ну вот, друзья, в принципе, это результат того, на что были потрачены 3 часа, что у меня получилось. При желании пройти экстренно курс от самого начала до самых верхов именно по спортивным бальным танцам, результат вы видели. Я, если честно, друзья, старалась. И если у меня хоть немного получилось, то получится обязательно и у вас. Ой, Полина, молодец. Я во время этого сюжета, прям вот сидя на стуле, здесь пыталась повторить все эти телодвижения. Очень энергетический, заряжающий такой фактор. Танцы – это здорово. Да, Я и за мне танцы. кажется, все танцевальные конкурсы в этом году
достанутся. А я думаю, по линии мы можем вдвоем сказать: вы в танцах, правильно? Да, ну как бы не вправе мы такое говорить, там другие люди это говорят. Тем не менее, почему бы нет? А тем временем белый голубь с биркой на ноге Якут 1870, чтобы это не значило, прилетел в один из офисов Краснодара. Его накормили, напоили, но улетать он не спешил. На объявление о находке откликнулось много желающих приютить птицу. Настоящий хозяин не нашелся, и в итоге голубя забрал опытный голубятник. В комментариях в популярном в Краснодаре паблике гадают, откуда могла прилететь птица. Неужели из самой Якутии? Южане шутят, что голубь улетел из-за холода, и на перелет ему понадобился 151 год. Кстати, предположение о том, что цифры на бирке 1870 могут означать год основания Парижской голубиной почты, больше похоже на правду. Но, как ответили орнитологи, лететь из Якутии в Краснодар голубь явно не мог, потому что предельное расстояние полета для этих птиц – это всего лишь 1100 километров. И, судя по фотографии, это домашний сизарь. А почему у него бирка с надписью «Якут», пока остается загадкой. Но в том, что в офис залетел именно голубь, многие увидели хороший знак. А белый голубь – это к благополучию и успеху. Вот так, Паш, ты все-таки склонен считать, что какая версия правдива? Я вообще не рассматриваю версии. Меня больше всего смущает, что из всей этой истории, из всех этих компонентов, меньше всего вопросов вызывает 1870. То есть предположили, что 151 год, да и вроде как-то отрицать сильно не стали. Действительно, может быть, голубь 150 лет и летел. Но мне кажется, может, наши телезрители знают ответ на ту самую загадку. Если у вас есть предположения, дорогие друзья, отправляйте их на нашу инстаграм-страничку, пишите в директ, и, возможно, мы узнаем тайну того самого голубя с биркой Якут 1870. Да, может быть, вы просто потеряли этого голубя. Мы попытаемся даже помочь его вернуть на малую родину. Ну, я думаю, в Краснодаре его уже не отдадут, он там стал любимчиком. Ну так, конечно, его накормили, напоили еще так, а он улетать не спешил. Я бы тоже не спешил улетать. На этой позитивной ноте, друзья, мы заканчиваем наш эфир. Желаем вам отличного настроения. Напоминаем, да, что сегодня в городе Якутске для учащихся с 1 по 8 классы актированный день. Ну а мы согреваем вас своим теплом и увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Да, поговорим о разных интересных также вещах, подведем итоги нашего конкурса и продолжим историю с финансовой грамотностью. До новых встреч, всего доброго!